В эфире вечерние новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Госкомитет ОБЖ проверил готовность Алекминска к весеннему половодью. Бич паводка, грязная вода из-под крана. Проблему скоро решат в Покровске. Уже завтра стартует проект российских ученых по изучению арктических млекопитающих. За сутки в Якутии выявили 107 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба, в Якутске заболели 59 человек. В Мегино-Кангаласском районе 20 случаев, в Намском 5, в Кобяйском 4. По 3 случая зафиксировали в Амгинском, Чурапчинском, Вилюйском районах, по 2 в Горном, Сунтарском и Усть-Алданском. По одному инфицированному приходится на Алданский, Верхневилюйский, Верхоянский и Хангаласский районы. Также зам руководителя оперштаба Ольга Балабкина сообщила, что за сутки из этих 107 человек коронавирусом заболели 15 детей, в том числе 13 подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Балабкина призвала родителей незамедлительно обращаться в учреждения здравоохранения при появлении признаков ОРВИ. Как видим из статистики, число больных коронавирусом продолжает расти в Намском районе. Всего зарегистрировано 910 положительных результатов на COVID-19, в том числе 69 детей до 14 лет. Подъем наблюдается последние 2 недели. Продолжается режим повышенной готовности и вакцинация. Первый компонент спутника ВИ в районе получили почти 1800 человек, второй – 1500. Эпивак короной привились первым компонентом 235, вторым – более 50 жителей. На территории района в настоящий момент действуют 2 инфекционных отделения для лечения коронавируса. В связи с обострением ситуации на базе стационара «Первый Амустах» открыли дополнительное инфекционное отделение на 10 коек. Данные пациенты получают всю необходимую лекарственную терапию, всю необходимую помощь и при необходимости также транспортируются на исследование на компьютерный томограф в город Якутск. К другим новостям. Ледоход на реках Якутии проходит в соответствии с прогнозами. Уровни воды не превышают критических отметок. Итак, на реке Лене активная фаза ледохода идет 2 участками на территории Ленского и Алекминского районов. На реке Алдан ледоход на территории Алданского, Усть-Майского и Тампонского районов. Нижняя кромка в 10 километрах ниже Крест-Хальджай. Уровень воды составляет 515 сантиметров. За сутки ледоход продвинулся на 40 километров. На реке Амге активная фаза проходит по территории Амгинского, Чурапчинского и Татинского районов. Нижняя кромка в 20 километрах ниже села Харбалах. Уровень воды 793 сантиметра. Протяженность 324 километра. За сутки прошел 147 километров. На реке Вилюй ледоход проходит по территории Сунтарского района. Нижняя кромка у села Верхневилюйск. Уровень воды 474 сантиметра. Протяженность 447 километров. За сутки продвинулся на 284 километра. В верховьях реки Оленек началось разрушение ледового покрова, а на реках Яна и Индигирка продолжается суточный подъем уровней воды. Вскрытие реки Колыма в поселке Зырянка ожидается 17-19 мая. Готовность Алекминска к прохождению половодья проверил первый зампред Госкомитета ОБЖ Иннокентий Андросов. Он совершил облет участка реки Лены, после чего прошло блиц-обсуждение ситуации. Елена Фаст продолжит. С целью личного контроля паводковой ситуации первым заместителем председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения республики Иннокентием Михайловичем Андросовым проведен облет по реке Лена, в том числе на территории Алекминского района. Волна ледохода, которая вышла с реки Алекма, он сейчас находится на местности устья реки Хатыстыр. Это бывшее село Улицкое. Там, значит, из-за нехватки воды, которая не дает толкнуть большой прямой ледовое поле на большом прямом плесе, образовался такой тупиковый небольшой затор, который удерживает сегодня продолжение ледохода. Со своей стороны в районе к паводку готовы все ответственные службы. На сегодняшний день ситуация стабильная. В настоящий момент у нас угроз подтопления населенных пунктов нету. Уровни воды до уровней критических отметок существует действующий запас. При солнечной теплой погоде река наберет силу быстрее, что позволит ледоходу пройти спокойно. В целом Алекма
Если ледоход затор прорвет, то должен переработать достаточно длинный отрезок по реке Лена, который позволит нормальное прохождение волны ледохода с первого участка. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Минск. В Нюрнбергском районе на реке Вилюй подвижки льда начались вчера вечером. Сегодня ледоход идет интенсивно. Уровень воды сегодня днем поднимался до отметки в 676 сантиметров. Заторов не наблюдается. Со вчерашнего дня в районе объявлен особый режим. Заранее отселили жителей из 7 домов по улице Речников, которые расположены в зоне подтопления. На реке Мархе также наблюдается интенсивный ледоход. Заторов не зафиксировано. Мы превентивные мероприятия ранее проводили. Так, зачернение на 2 участках реки Вилюй проводили. Это устье реки Марха и на острове Сатарыта. Со вчерашнего дня в режиме повышенной готовности находятся силы естества Нюрнбергского РСЧС. Пока вроде ледоход нормально идет, но мы готовы, все службы готовы к реагированию. Над Цунтаром сообщили, что уже чисто. Под Верхневилюйском местные подвижки, надеемся, что все пройдет. Готовность горного района к пожароопасному сезону проверил министр экологии Сахамин Афанасьев. Сезон на центральных территориях объявлен с 11 мая. Правительственная комиссия проверяла готовность лесопожарных формирований. Глава ведомства дал оценку готовности. Далее посетил школу в Бердигестяхе. С педагогами обсудили повышение экологической культуры подрастающего поколения, привлечение ребят в различные проекты и акции природоохранного направления. В прошлом году сезон в Горном Улусе проходил очень тяжело. Мы лесные пожары тушили до октября месяца и проводили мобилизацию населения. Особые слова благодарности я хочу сказать главе Горного Улуса Никите Викторовичу, который нам в прошлом году помог мобилизовать население. Население активно выходило на тушение лесных пожаров и помогали нам в ликвидации. Со следующего года жители города Покровска могут забыть о таком сезонном явлении, как грязная вода из-под крана. С июня прошлого года там возводят новую водочистную станцию. О ходе строительства узнала Виолетта Засимова. Водоочистная станция строится в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость строительства 249 миллионов рублей. Из них 246 миллионов рублей выделили из федерального бюджета, 2,5 миллиона рублей из республиканского. Здание водоочистной станции будет двухэтажным. На сегодняшний день завершены работы нулевого цикла. Возводятся внутренние перегородки. В блоке емкостных сооружений должны приступить к заливке бетона. Снаружи идут земляные работы по обустройству септика. После того, как здание будет готово, завезут основное оборудование и начнется его монтаж. На первом этаже водоочистной станции расположены блоки емкостных сооружений, хранилище реагентных составов, фильтров, насосная группа. А на втором этаже хозяйственная группа, где рабочий персонал будет находиться. На сегодняшний день вода, поступающая в дома покровчан, проходит только 4 фильтра. При этом убирается мутность, но не цвет воды. Данная технология очистки давно устарела и не отвечает современным требованиям. С вводом нового здания будут применяться совсем другие технологии. Там будет применяться коагуляция, флокуляция для того, чтобы обесцветить воду и обеззаразить. Полностью будет применяться электролизный метод обеззараживания и ультрафиолетовое обеззараживание воды. Поэтому надеемся о том, что с вводом новой водоочистной станции качество воды, подаваемое в сеть города, в магистральные сети города, будет намного лучше, чем на сегодняшний день мы подаем. Мощность новой водоочистной станции 2200 кубов в сутки. И этого должно с лихвой хватить для обеспечения чистой водой всего Покровска. Для сравнения, в среднем в сутки покровчане потребляют 1000-1150 кубов воды. Ввод объекта запланирован на 30 декабря этого года. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Якутии дополнительно установят передвижные комплексы фото-видеофиксации. Анализ аварийности на дорогах региона показывает, что одной из основных сопутствующих причин дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий является нарушение скоростного режима. Так установят 8 передвижных комплексов фото-видеофиксации на автомобильных дорогах Якутска, также автодороги НАМ, Вилюйском тракте и дороге УМНАС.
С завтрашнего дня, 14 мая, в Якутии стартует проект авиаучета белого медведя и морских млекопитающих Арктической зоны России. А сегодня состоялась встреча с организаторами экспедиционной группы экологического проекта «Хозяин Арктики-2021». Команде специалистов предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Аэродром Тикси станет отправной точкой 10 воздушных маршрутов, каждый не менее 1000 километров. Все авиаучеты будут проводиться с борта самолета лаборатории Л-410. Мы хотим, как фонд, познакомиться с населением, побывать именно посмотреть, как живут реально малочисленные народы, побывать в тундре, провести цикл лекций экологических, просветительских, снять фильм про жизнь не только медведей, животных, но и людей, как люди живут, посмотреть, как развивается ваша республика. Айсен Николаев встретился с руководством Ярославского театра драмы. В эти дни он гастролирует в Якутске с 3 спектаклями «На краю земли», «Калина красная» и «Москва-петушки». Приезд Первого русского театра в Якутск состоялся благодаря федеральной программе «Большие гастроли». Глава Якутии отметил важность этого культурного события для нашего региона, где сильны театральные традиции. И рассказал гостям о текущих и планируемых гастролях якутских театралов за пределами республики. Также стало известно, что между Русским драмтеатром имени Пушкина и Ярославским театром драмы имени Волкова будет подписан меморандум о сотрудничестве. Якутский борец-тяжеловес Аял Лазарев, представлявший Кыргызстан на мировом турнире в Болгарии и завоевавший там бронзу, сегодня утром прилетел в Якутск. Напомним, спортсмен выступал в весовой категории до 125 килограммов. Также за олимпийскую путевку под флагами других стран боролись еще 4 якутских борца. Из-за старых травм, которые возобновились, добавились новые, не получилось полноценно подготовиться и выступить на самих соревнованиях. Очень сильно помешало это всему абсолютно координации, движениям. И последний месяц был очень насыщенный. 3 больших ответственных соревнования континентального и мирового уровня. Постарались выложиться настолько, насколько смогли. И на сегодняшний день есть определенные медали, места, но не то, что самим хотелось. А к этой минуте у нас все. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями. До встречи в эфире.